Сотрудники НИИ регулярно проводят исследования в области сохранения ингушских традиций и семейных ценностей. Все отношения испокон веков у народа были отрегулированы в рамках адатов. На них и держалась всегда культура ингушей вопреки всем жизненным ударам. На очередном семинаре научные деятели выступают с докладами о разрешении вопросов, связанных с религией и адатами. Рассматривают институт ингушской семьи в различных научных аспектах. Борис Харсиев отметил, язык, традиции и обычаи являются отличительными признаками нации. Все ингушские культурные ценности выработаны на протяжении веков. Правда, сегодня различные нововведения мешают идти по пути развития собственной культуры. Придерживались четко своей вере, придерживались четко своим обычаям, своему нраву, своему быту, то есть основу всего тому, что делает нас ингушами. Сегодня почему во многих местах мы слышим такие слова, что, в общем-то, ингуши – это, значит, не знаю, 15-е поколение того или другого народа. Почему? Да потому что мы перестали четко проецировать свою культуру как в быту, так в массах, так и на людях. Также в рамках встречи говорили о ритуалах, которые ингуши столетиями проводили с новорожденными детьми. Они особо не отличались для девочек и мальчиков. Первое купание, стрижка волос и ногтей, укладывание в люльку, жертвоприношение. Так как мальчик считался продолжателем рода, в честь рождения сына могли зарезать сразу 2 баранов. В люльке под подушку ребенка тоже клали острые предметы, например, ножницы с целью защитить ребенка от злых чар, от сглаза и так далее. Также практиковалось от сглаза ношение разноцветной одежды, ношение старой одежды, порванной одежды. Однако сегодня многие из древних ритуалов уже не соблюдаются. Крайне редко и только в семьях, где есть взрослые бабушки и дедушки. Присутствующие привели свои версии, почему происходит отмирание этих традиций, с чем это связано. Религия усиливается сегодня, и такие обряды воспринимаются как многобожие, как ширк. И другая причина – это то, что сейчас заботу о детях на себя сейчас все чаще берут специализированные учреждения, такие как родильные дома, школы, больницы и так далее. Поэтому эти обычаи постепенно начинают отмирать. В стенах института говорят и о брачных семейных отношениях, которые подвергаются различным трансформациям. За счет возможности коммуницировать со всем миром усиливается роль религии, которая нередко вступает в противоречие с нормами обычного права ингушей. Многие научные деятели склоняются к выводу, что в жизни ингушей на сегодняшний день наблюдается угасание всех сфер домашнего хозяйства. Одна из причин – широкая вовлеченность женщин в общественную и трудовую деятельность. Если говорить о структуре семьи, среди ингушей преобладают простые малые семьи, их более 50%. Доля сложных больших семей – 33%. Проведя исследование современной ингушской семьи с целью выяснения которого было раскрытие ее современной этнокультурной специфики, мы пришли к следующим выводам. Различные испытания, которые выпали на долю нашего народа, такие как депортация, осетино-ингушский конфликт, имели негативные последствия, такие как отсталость в образовании и науке, неразвитость инфраструктуры, уменьшение численности населения. В то же время они способствовали удержанию ингушей в системе родственных отношений, воспроизводству традиционного уклада жизни. Среди ингушей заключение брака, как и прежде, является одним из значимых событий. К выбору супругов относятся очень ответственно. Однако в регионе в 2 раза увеличилось количество разводов, что среди ингушей раньше было недопустимым и резко порицаемым. Сейчас, согласно анализу научных деятелей, основной причиной распада семей являются сложные отношения с родственниками, межличностные конфликты. В зале пошло обсуждение. С чем это связано? Лояльные отношения к разводам или процессы глобализации? Мнения разделились. Кто-то причину видит в повышении образовательного уровня женщин, материальную независимость, другие – отход от национальных ценностей и культуры. Просто
Также в рамках встречи отметили, среди подрастающего поколения все больше тех, кто абсолютно не владеет родным словом. Борис Харсиев подчеркнул, только изучив свой язык, человек может постичь культуру. И даже если владеешь различными языками мира, важно придерживаться своих адатов. Ведь культура является основой существования нации. В связи с этим научные деятели считают важным на уровне образовательных учреждений почаще проводить мероприятия на ингушском языке. Диана Дударова, Умар Газдиев, Новости 24.